Вандана, ты защитила докторскую диссертацию в квантовой физике, и для тебя это сейчас будет очень интересным. В соответствии с древним ведическим знанием, Вселенная называется спандана, что значит вибрации. И Вселенная создана всего лишь из одной спанданы. А в спандане есть два варианта. Первый — это саманья спандана и вишеша спандана, что значит общие вибрации и конкретные вибрации. Предметы называются конкретными вибрациями, а невидимое пространство называется общими вибрациями. Так что то, что мы рассматриваем как особенным, конкретным, называется обычным, обывалым, а то, что мы считаем обыденностью, на самом деле называется специальным, конкретным, особенным. Поэтому это сила Браман, которая присутствует везде. Самая основная сила этой Вселенной называется саманья спандана. Бог — это общий основной принцип, самый высший принцип среди всего остального. Это называется Богом или саманья спандана. А вишеша спандана — это все предметы, объекты. И все есть вибрации. Так что сваруб — это форма. Форма без формы. Отсутствие формы — формы. Игра слов немножко. Гуруджи сам говорит, что язык немного ограничен для того, чтобы выразить это все словами. Сварупа — это природа или форма, у которой нет формы. Оттуда появляется спандан, то есть вибрации. А вибрации, когда они находятся в определенных вибрациях, они образуют объекты, предметы. И тогда уже особенные вибрации не могут оставаться особенными постоянно. Они возвращаются в вибрации саманья, то есть в общие вибрации. Так что подобно тому, как волны же не могут всегда оставаться волнами, им нужно возвращаться в океан. Вот точно так же все проявленные объекты или вишеша спандан, вишеша спандан возвращается в саманья спандан. Поэтому ни вишеша, ни особенные вибрации, ни саманья, то есть общие вибрации, не имеют смерти. То есть они вечны, их невозможно удалить, невозможно от них избавиться. Спандан — это значит не исчезающий. Мир постоянно меняется, как река. Как вот примеры уже приводили в мире, что мир вечно меняется. Точно так же, как вода в реке. Вода же не постоянная, она не одинаковая. Невозможно два раза вступить в одну и ту же воду. Она постоянно меняется, но в то же время река очень древняя. Так что это и то, и древнее, и новое. Два слова «санатан», то есть не имеющий начала, то есть это настолько древнее, и ниттянутан, то есть всегда новый. Это то, что и есть жизнь, это то, что и есть природа, и это то, что и есть Бог. И дай нам, пожалуйста, 3 способа, как человеку можно жить, чтобы еще больше почувствовать связь с общей спандан, с общими вибрациями. Вот конкретные природы. Итак, нам нужно знать, что наш ум не в теле. Тело находится внутри ума. Это первое. И ум тоньше, чем вода и воздух. Он может рассеиваться, растекаться, распространяться. Так что поймите природу ума.
Если... Что такое природа памяти? Вам один комплимент делают, или вам дают 10 комплиментов и одно оскорбление. За что вы будете держаться? Вы забудете все 10 комплиментов и запомните лишь один негатив, правильно? Это природа памяти. Когда наше сознание застревает в памяти, наша жизнь идет к смерти. Она уменьшается, энергия уменьшается. Мы двигаемся в сторону инертности. Но когда наше сознание не застревает внутри памяти, как у ребенка, знаете, ребенок плачет, и в следующую секунду он уже улыбается. Слезы все еще у него не высохли, но он уже широко улыбается. Это когда память есть, но мы в ней не застреваем. Сознание не застревает в памяти. Вот это сакши или сознание наблюдателя с своей памятью, со своим сознанием. Это поможет нам жить в настоящем моменте. В этом состоянии ума, когда вы находитесь в настоящем моменте, вы не будете жадными, вы не можете тревожиться, вы не будете злиться, вы не будете держаться за все негативные эмоции. Вы знаете, когда вы жадные, вам наплевать на других и наплевать на окружающую среду. Если вы хотите заботиться об окружающей среде, вам нужно быть чувствительным. Это первое. Второе, вам нужно быть разумными. Когда человек теряет и чувствительность, и разумность, значит, он находится под негативным влиянием жадности. Ты уже много десятилетий борешься с этим. Ты борешься с жадностью человека и со всей этой, всем тем, что он делает с природой. А причиной жадности является зависть или желание обладать всем, или узкое понимание всего, желание краткосрочных и быстрых нажив. Это все потому, что мы нечувствительны и неразумны. А как стать более разумными и чувствительными? Когда мы разделяем наше сознание и его 4 функции: ум, интеллект, память и эго. Вот эти 4 разных функции сознания, если их хорошо понять, если понаблюдать за всеми этими 4 функциями сознания, тогда человек становится более разумным и чувствительным. И медитация — это один из способов. Служение — это второй способ. Служение планеты, наслаждаться природой — все это один путь к эволюции. Можешь нам чуть больше рассказать про разум растений, про наши отношения с растениями, и что живая Вселенная, как Вселенная общается с нами и растениями? Ты подняла очень интересный вопрос. Все является предметами, объектами. Все является грубым, инертным. Все считается инертными, пассивными объектами, да, у которых нет жизни. Жизни не придается важность в этом. И знаете, когда происходит служба в армии, подготовка военных, там говорится: не смотрите на человека, который перед вами стоит, как на человека. Смотрите на него, как на опасный объект, который пришел, чтобы вас убить. Вот такая подготовка ума происходит, чтобы они могли убивать. Это еще средневековый способ взгляда на человека, когда видят человека как объекта. Только тогда можно их убивать.
Джайнисты и многие другие лидеры и воины приходили на планету, они всегда говорили, что другие — это не люди, это просто рабы и объекты. Только тогда их можно было убить. Вы знаете, насилие по отношению к природе происходит тогда, когда мы не считаем природу живым организмом. Мы просто думаем, что это камень, объект. Реки — это просто реки, они пассивны, у них нет жизни. Но сегодня ученые смотрят с другой стороны. Они называют это... Они говорят, что жизнь есть повсюду, потому что сознание тоже есть повсюду. Сознание, оно везде. У растений есть сознание, у рек есть сознание. Вода может хранить память, вы это наблюдаете. В Германии ученые и ученые в Японии, они обнаружили, что вода, когда река из Базеля поднимется на север, она с собой память тоже все несет. Так что вода хранит память, значит, вода — это сознание. Растение — это сознание. Сознание присутствует повсюду. Если вы видели детей, когда они рисуют, когда они рисуют солнце, они подрисовывают глаза, нос, рот ему. Они видят солнце улыбающимся. Посмотрите глазами ребенка на это. У детей все живое. Деревья разговаривают с детьми, растения разговаривают. Солнце и луна, как друзья. Солнце и луна разговаривают. И в культурах во всем мире они планеты и звезды разделяют по половому признаку. В Германии Солнце женского рода. Солнце — это женщина, а Луна — мужчина. Но во Франции все наоборот. Солнце — это мужчина, а Луна — женского рода. В Индии и Солнце, и Луна — мужского рода. Так что мы даже по половому признаку планеты разделяем, поэтому мы чувствуем, что планеты — это тоже живые организмы. Вы не можете посмотреть на что-то как на живое существо, если у этого нет пола. В Индии даже у камней, даже камни разделяют на мужские и женские. Вы слышали об этом? Шилпи-стапати, когда им нужно было из камней делать идолов, они выбирали камни самостоятельно. Они не могли в любом камне пойти и высечь фигуру. Они учитывали это, что вот этот камень женский, а вот этот камень мужской. Или камень среднего рода. Так что они выбирали определенные типы камней, чтобы высекать в них божества. Так что мы и камни по половому признаку разделяем, точно так же и деревья. Когда нужно было сделать идола Джаганата в Пури, они специально выбирали дерево, и они выбирали дерево мужского рода для Джаганат и женского рода для Субадры. Они выясняли, у них были свои критерии специальные для того, чтобы определить пол дерева, растения. Это очень интересно, если углубиться в это. На поверхности это может выглядеть как что-то предвзятое, поверхностное, но когда есть определенные критерии, методология, вы видите, что это не меньше, чем наука. Да. The pantheism, like the panpsychism, that the latest word that has been coined by many scientists of Europe. Последнее слово, которое используется учеными в Европе и в Америке,
олицетворяет, что все растения в мире обладают жизнью. Жизненная сила есть во всем. Если мы посмотрим с такой точки зрения, скажем, Сат-Читананд, Сат — это истина, то, что существует. Все, что существует, это чит, жизнь. Имеет сознание, и это ананд, блаженство. То есть вся Вселенная — не что иное, как истина, сознание и блаженство. И как прочувствовать, что это блаженство? Только когда наш ум становится таким тонким для того, чтобы уметь общаться на этом уровне. How can we bring Sachitanand back into an agriculture that takes Как care можно of вот our такую beautiful культуру earth, вернуть обратно в наше сельское хозяйство, которое заботится о нашей прекрасной земле, to the с first уважением, с producers, почитанием and gives nourishing к food самым первым to the производителям masters? еды, которые Can почитают you give us some еду? guidance? От первого до последнего человека, пожалуйста, направь нас в землю. Вы знаете, все очень просто. Люди должны слушать Вандану, то есть вас. Вандана Шива сказала все, что нужно. Она сказала, что должны делать фермеры, что должно делать правительство. Мне кажется, правительство, компании, все должны к вам прислушиваться, услышать вас четко и понятно, ваше послание, что насколько огромная работа была проделана в этой области, как вы вдохновляете фермеров заниматься органическим земледелием. Наши волонтеры искусства жизни тоже это делают, и они обучаются. Мы обучаем сотни тысяч фермеров для того, чтобы они занимались именно органическим земледелием. А вы эксперт в этой области. Нам, конечно, нужно переходить к органике, другого варианта у нас нет. Мы не можем, несмотря на то, что нам кажется, что еды будет меньше, это миф, я не согласен с этим. Мы снова и снова доказываем, что это не так. Мы проводим много обучающих программ для фермеров, в которых мы также по всему миру рассказываем фермерам, что это все миф. Миф, что только химия может, химическое производство, прокормить все население мира. С этим мифом нужно покончить. Мы знаем, что натуральное земледелие очень нужно. Правильный маркетинг товаров — это еще один очень важный шаг, о котором нужно позаботиться. И обязательно нужно сохранять наши родные семена. Это наследие мира. Мы не можем сказать, что это из конкретной страны или из конкретной провинции. Биоразнообразие должно сохраняться любой ценой. Это наша дхарма, это наша обязанность делать так. Если мы не справимся с этим, то это сравнимо с преступлением. Мы не можем позволить себе потерять даже один вид семян, которыми природа благословила нашу землю. Так что нам нужно убедиться, что семена защищаются. Всем нужно в этой области работать. Я обращаюсь к фермерам, ни в коем случае не кончайте жизнь самоубийством.